В одном из сказаний нарского эпоса великого наследия осетинского народа говорится о том, что после смерти одного из главных героев эпоса Батраза Бог уронил на землю 3 слезинки, на месте которых образовались затем святилища. По преданию, возникли они в 3 разных ущельях Осетии – святилище Реком в Алагирском, Макалгабр в Туальском и Таранджелус в Трусовском ущелье. Поскольку время, которое нашло отражение в эпосе, относится, безусловно, к очень далекому прошлому, исчисляющему не 100 тысячелетий, то, соответственно, такими же древними являются и названные культовые места, кстати, по сей день очень свято почитаемые осетинами. Поэтому и хочется начать свой рассказ об одном из этих живописных ущелий, Трусовском, именно с этого неоспоримого факта, что с самых незапамятных времен люди, обитавшие на этой земле, молились своему древнему божеству, а поскольку это поклонение передавалось из поколения в поколение, то несомненным является и то, что этим древним народом, жившим в Трусовском ущелье, были предки современных осетин. Кроме того, ученым, изучающим древнюю историю человечества, известны племена, жившие на Северном Кавказе в XVI-XIV веках до нашей эры, носящие имя Терше, что соответствует осетинскому названию Трусовского ущелья. В Трусовском ущелье никогда не велись археологические раскопки, но даже судя по надземным строениям, башням, замкам, комплексу оборонительных и хозяйственных построек, древним захоронениям, сохранившим в преданиях название Сарсиата Инганта, можно с уверенностью говорить о наличии здесь культурного наследия единственного народа, издревле жившего в этих местах – осетин и их далеких предков. Если взглянуть на физическую карту Северной Осетии, можно заметить, что Трусовское ущелье расположено между главным и боковым хребтами Кавказских гор. Наряду с Мамисонским и Закинским ущельями, Нарской и Зарамакской котловиной, Трусовское ущелье названо известным этнографом Борисом Калоевым Центральной Осетией из-за своей обособленности. По свидетельству античных авторов Геродота, Страбона, Плиния, предки осетин-скифы пришли на Кавказ через Дарьяльское ущелье еще в VII веке до нашей эры. Как гласят предания, Трусовское ущелье 7 раз опустошалось и заселялось вновь. Так, в конце IV века причиной массового ухода алан в горы явилось нашествие гуннов. Впоследствии, в V-VII веках, аланы стали строить здесь свои замки и укрепления. Новая массовая миграция была вызвана покорением алан в 1233 году татаро-монголами. Окончательно Алания была разгромлена в 1395 году. Тогда вновь опустело Трусовское ущелье, и лишь в XV веке здесь обосновались предки современных трусовцев. По сведениям Вахушти Багратиони, в XVII веке в Трусовском ущелье было уже 8 осетинских селений. К тому времени относится и большинство древних строений, сохранившихся здесь.
Протяженность ущелья 30 километров. В нем до недавнего времени было 13 осетинских сел, в которых отчасти или полностью сохранилось 25 башен и замков, 15 святилищ. В селах проживали представители 52 осетинских фамилий, выходцев из различных ущелий Северной Осетии. Наряду с Трусовским ущельем с незапамятных времен жили осетины и их предки еще и в соседнем Гудском ущелье, в котором было 11 сел, и Кобинской котловине, насчитывающей 9 сел. В 40-е годы прошлого века осетинское население Казбекского района проживало в более чем 700 домах. Среди них были представители 65 осетинских фамилий. И кроме осетин в 33 селах указанных ущелий никогда никто не жил. Но между тем они относятся к Казбекскому району Грузии. Эта грубейшая ошибка и историческая несправедливость были совершены во время строительства военно-грузинской дороги, когда для удобства царских чиновников все населенные пункты, прилегающие к дороге и расположенные до станции Казбеги, были отнесены к Владикавказу, а после Казбеги – к Душецкому уезду Тифлисской губернии. Так, осетинские села стали числиться в пределах административных границ Грузии, в то время как, добровольно присоединяясь к России, Осетия, в том числе и жители упомянутых Трусовского, Гудского ущелья и Кобинской котловины, давали клятву верности именно России, а не Грузии, которая теперь, решив выйти из ее состава, почему-то прихватила с собой и никогда ей на самом деле не принадлежавшие земли. В царское время юридическая принадлежность к Грузии никоим образом не отражалась на жизни осетинских сел. В советское время, войдя по приказу Сталина в состав Грузинской ССР, населению стало навязываться подчинение грузинскому руководству района, но и это ничем не нарушало привычного уклада жизни и быта жителей осетинских сел, чего уже нельзя сказать о постперестроечном времени и окончательном отделении Грузии от России. Район с некогда процветавшим колхозом в одночасье обнищал. В осетинских селах сегодня нет никаких признаков цивилизации. Ни медпункта, ни почты, ни магазина, ничего. Вся надежда жителей на Владикавказ, от которого их отделяет всего 54 километра. Но между ними теперь стоит граница и таможня со всеми вытекающими последствиями. А в довершение ко всему, 8 июля 2006 года эту дорогу российское руководство и вовсе решило закрыть прочно и надолго. Осетины, находившиеся в это время в своих отчих домах, но в пределах административных границ Грузии со своими российскими паспортами, поскольку они являются гражданами России, оказались заложниками политических игр между Россией и Грузией, так как обратно в Россию их не выпускала теперь уже Грузия. В таком же положении оказалось и само грузинское население Казбекского района, поскольку их жизнь тоже в большей степени зависит именно от Северной Осетии, которая находится от них всего в 40 километрах, а не от Тбилиси, до которого надо ехать больше 150 километров. К тому же в зимние месяцы бывает закрыт Крестовый перевал, через который только и можно добраться до основной Грузии. Дорогу через Ларс после настойчивых требований и митинга у Дома правительства во Владикавказе, как осетин, так и грузин, живущих здесь, все же открыли, но всего лишь на 3 дня, чтобы люди, оказавшиеся по разные стороны границы, смогли, наконец, после 2 месяцев вынужденного пребывания там или здесь, перебраться по месту основного жительства. Наша съемочная группа волею случая также оказалась на территории оставшегося за глухой границей осетинского селения Коби. И мы тоже стали невольными свидетелями этого беспрецедентного случая нарушения прав человека. Понятно, что 2 государства, Россия и Грузия, никак не могут найти общего языка и все норовят что-то друг другу доказать. Но политика – это дело политиков, и при этом нельзя так грубо нарушать элементарные права человека. Даже во время военных действий в цивилизованных странах оставляют коридор для мирных граждан, для необходимых передвижений. Тем более, что осетинские села Казбекского района
никогда не были собственно Грузией, ибо все его жители являются гражданами России, и вся их материальная, культурная и духовная жизнь протекает в тесной и непосредственной связи именно с родной Осетией. Но здесь необходимо добавить и то, что осетины и грузины Казбекского района всегда во все времена, в том числе и в периоды войны с Южной Осетией, жили мирно, не посягая на земли друг друга. Но опустошение сел, например, Гудского ущелья, способствовало тому, что сегодня за Крестовым перевалом осетины уже не живут, и эта земля стала зоной туризма для Грузии. Здесь расположена известная горнолыжная база Гудаури. Строятся новые коттеджи западного образца, приезжают туристы со всех концов света. И можно с болью в душе констатировать тот факт, что эти земли для нас уже безвозвратно потеряны. Потеряны для нашей культуры бесценные свидетельства древней жизни наших предков. Башни, замки, старинный храм Пресвятой Богородицы, святилища, некрополи. Все теперь находится в руках не наследников создавшего их народа, а в руках людей, для которых чужая история никогда не станет святой и бесценной, которые будут безжалостно уничтожать память о когда-то жившем здесь народе. Для осетин это трагическая потеря. Но вернемся к теме закрытия дороги через Ларс. В селе Коби остались в основном пожилые люди, дети которых живут и работают во Владикавказе. Оставался там и 90-летний старейшина фамилии Касаевых Павел Иванович Касаев. В сентябре 2006 года его, к сожалению, не стало. А во время наших съемок в июле мы застали его еще достаточно бодрым. Он рассказывал нам об истории селения Коби, о традициях, праздниках, односельчанах. И эта запись оказалась для него последней, так как его сердце не выдержало вынужденного пребывания вдали от своей многочисленной родни, которая не смогла даже проститься с ним, отдав ему свой последний долг. Это смогли сделать лишь несколько оставшихся в остинских селах семей. А ведь этот светлый, добрый человек заслуживал гораздо большего внимания и почестей от всех знавших его людей. Но этого его лишило наше бездарное время и непредсказуемое государство. Именно поэтому очень хочется рассказать об этой удивительно красивой, благодатной, благословенной земле, которой выпала столь печальная участь быть не по своей воле оторванной от единственной и бесценной родины матери. Если начинать с самого начала, то путь в селение Кобит, Трусовское ущелье, начинается с Дарьяльского ущелья, название которого, как всем известно, означает «врата Алан», так как этот участок издревле контролировался аланами, а затем остинскими фамилиями Дударовых и Слоновых. За Дарьяльским ущельем следует Арвыком, что в переводе с остинского обозначает «ущелье неба». Здесь находится древнее святилище Аларды, которому поклоняются осетины и во всех других ущельях Осетии. Затем в 40 километрах от Владикавказа находится районный центр Казбеги, в котором, по преданию, в конце XVIII века поселился остинский генерал по имени Казбек. Об этом сохранилась запись в газете «Терские ведомости» за 1830 год. Цитирую. Управляющий горскими народами, здесь генерал-майор нашей службы, родом из остинской фамилии, называющий себя громким именем Казбека. Он умер в 1817 году. Интересна еще одна цитата из газеты «Кавказ» за 1855 год. В ущельях, прорезающих предгорье главного Кавказского хребта и по военно-грузинской дороге, разделяющей этот хребет на две части, гнездятся осетины, потомки древнейших обитателей Кавказа ассов или оссов. Как гласят предания, в Казбекский район, где сегодня находятся грузинские села, после князя Казбека, то есть с XVIII века, направлялись в ссылку представители разных горских народов – грузин, осетин, ингушей, или кто-то нанимался в чабаны и оставался здесь жить. Археологами в районе селения Казбеги были обнаружены предметы кубанской культуры, свидетельствующие о жизни здесь в глубокой древности предков современных остин-кубанцев. В 15 километрах от Казбеги находится первое современное остинское селение Коби, название которого на осетинском «Коб» произошло от имени скифского божества.
Кобийская котловина находится на пересечении 4 ущелий – Хевского, Байдарского, Трусовского и Ухадского. По преданию, первыми из современных кобинцев здесь поселились Кобловы или Хитогоровы из селения Нар Туальского ущелья, давшие название и протекавшей здесь реке. Ими были освоены земли в верховьях Наруандона. Затем были заселены селения Ухат, Даллакау и позднее Коби и Бажилан. В Кубе до 1937 года на поляне за селом были древние захоронения. Сильнейшее наводнение размыло в том году берега, обнажив могилы и уничтожив большую часть некрополя. Сегодня местные жители называют его остатки сыртета, то есть памятники. По свидетельству старожилов и судя по былым размерам захоронения, здесь когда-то было достаточно большое поселение. Найденные в могильниках предметы указывали на их принадлежность к предкам осетин. Однако ничего не известно о времени их жизни здесь, поскольку этого не знали и первые поселенцы, предки нынешних кобинцев, появившиеся в этих местах 400 лет назад. Достопримечательностью Коби является и древнее святилище Кобозуар. Современное помещение было выстроено в более позднее время в стиле небольшой средневековой церкви. Как нам рассказывал Павел Касаев, до 1913 года сохранялись остатки более древнего сооружения, когда-то представленного двумя круглыми башнями, соединенными аркой. По его словам, арка была тогда взорвана войсками неприятеля, и сегодня от древнего капища остались только остатки былых башен. Гордостью Коби являлась также школа, построенная жителями-тружениками осетинских сел в советские годы. Инициатором создания этой школы был родной брат прославленного осетинского ученого-лингвиста Васу Абаева Семен Иванович Абаев, родившийся здесь. Эта школа была уникальной даже в масштабах всего Советского Союза. Она называлась «Школа коммунистической молодежи». В ней учились выходцы всех близлежащих ущелий. При школе имелась собственная ферма и земельный участок. Школьники учились, сообща обрабатывали землю, доили коров, то есть существовали как самостоятельное хозяйство. Школа была 8-летней и занимала небольшое здание. В 1933 году по инициативе того же Семена Абаева, Пауле Салбиева и ставшей впоследствии первой женщиной-профессором Ольгой Туаевой было получено разрешение на строительство капитального здания, которое было построено силами местных жителей и специалистов-строителей в 1935 году. Это здание и сегодня невольно привлекает к себе внимание своим величием и красотой. Яркой страницей жизни осетинских сел были годы коллективизации. В начале 30-х годов здесь было 6 колхозов, причем вступали в них добровольно. В этом районе не было раскулаченных и репрессированных, так как народ жил очень дружно. Во время войны колхозы объединили, и их осталось 3. Только в колхозе Трусовского ущелья было 30 тысяч голов овец, в Кобинском – 24, в Гудском – 11 тысяч. К 1953 году поголовье выросло до 70 тысяч голов овец, 300 голов крупного рогатого скота, кроме того, была каниферма. Скотоводство было отгонным. Зимой отары перегонялись в селение Кизляр, летом овец доили и изготавливали знаменитый кобинский сыр, за изысканный вкус которого кобинцы и трусовцы неоднократно получали различные медали и награды, в том числе из рук английской королевы.
Безусловной гордостью кобинцев являются также многочисленные нарзанные источники, с помощью которых в советское время здесь излечивались от болезней желудка, печени и легких многочисленные гости, приезжавшие сюда укрепить здоровье. Вообще, по свидетельству краеведов, здесь, в Коби и Трусовском ущелье, имеется около 40 видов нарзанов. А в селении Четырь Трусовского ущелья течет целая река, по химическому составу не уступающая знаменитой Боржоми. На этой реке стояли 7 мельниц, так как вода ее не замерзала даже студенными зимами. Великолепно также бурлящее Нарзанное озеро, находящееся в долине Аршком. Здесь же, словно причудливые розовые ледники, травертиновые отложения минеральной воды, текущей с горы и оставляющие эти удивительные по красоте причудливые ступени. Достопримечательностью ущелья, безусловно, является средневековая крепость Читоевых, описанная историком Феликсом Гутновым, расположенная на естественном скальном выступе на левом берегу реки Шуатиш-Дон. У ее впадения в Терек, кстати, берущий свое начало тоже в Трусовском ущелье. Природа хорошо позаботилась об обороне Четуйтакау. Подступы к нему чрезвычайно крутые. Вершины и все склоны застроены оборонительными хозяйственными сооружениями, примыкающими друг к другу. В совокупности они представляют стройную оборонительную систему. В фасадной стене на высоте почти 3 метров от земли устроен входной проем. Толщина стены около 1 метра. А неподалеку, на кладбище Четуй-Туолморт, найден аланский надгробный крест с сирийско-несторианским письмом на осетинском языке, датированный 1326 годом. Кроме того, великолепные башни сохранились также в селах Абана, Бурмашек, Карата, Кауджимара. Все они и многие другие являются бесценными свидетельствами жизни здесь наших предков, взывающими к нашей памяти и сердцам. Ведь именно история и культура в состоянии создать стойкий иммунитет и условия для выживания в любых условиях для любого народа. И вовсе не случайно дается земным людям великое, не подлежащее объяснению магическое и всесильное чувство любви к родной земле. Ибо только благодаря этому святому, благоговейному чувству и, соответственно, заботливому, бережному отношению народы сберегают все самое ценное и родное для них. Хранить же и ценить чужую культуру люди так и не научились. Именно это обстоятельство и служит бесконечной тревогой для многочисленных выходцев и жителей Трусовского ущелья, в которое, по признанию самих грузин, стало очень модным ездить на прогулку из Тбилиси, в то время как для людей, по-настоящему любящих эту землю, дорога сюда оказалась так неожиданно и несправедливо закрытой.